Доброе пятничное утро! Есть причина пораньше проснуться и новому дню широко улыбнуться. В это утро 24 июня в пятницу мы, Полина Даринская и Руслан Ачиров, проведем для вас отличный эфир в преддверии наступающих выходных. И сегодня в эфире мы узнаем. В ближайший час мы поговорим вот о чем. Напомним, что в эти дни в Якутии проходят Дни Татарстана. Так мы поведаем вам об одном якутском селе, в котором когда-то жил и трудился татарский народ. Также мы заглянем на открытие выставки в Национальный художественный музей. Ну и, конечно, в студии мы ожидаем президента Федерации масс-рестлинга Санкт-Петербурга Петра Казанского, а также Анну Дубовую, доктора медицинских наук из Донецкой Народной Республики. Ну а вместе с Ириной Гаевой поговорим о профессии статиста и что может быть интересно обычным людям в статистических данных. Ну а если в вашем холодильнике имеются в наличии баклажаны, томаты и брынза, скорее их доставайте. Будем вместе готовить вкусный и полезный завтрак. Но, конечно же, сейчас хотелось бы начать о погоде. О погоде. Давайте узнаем, какая погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 16-19 градусов со знаком плюс. В заречной группе от 14 до 20 тепла. В южных в это утро в Нерюнгри плюс 11 и плюс 15 в Алдане. В Вилюйской группе от 15 до 18 выше 0, в Нижнеленских от 12 до 16. Точно так же в западных 12-18 градусов со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе у Лусов в это утро прохладно в Чукурдахе плюс 1 градус, более теплее в Уснере плюс 14. В Янских от 7 до 9 градусов, на северо-западе от 3 до 13. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 21 градус тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 4 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают нам день без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 2 до 7 метров в секунду, с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует 29-31 градус тепла. Ну а мы, в свою очередь, не перестаем напоминать вам о способах обратной связи. Напомним, что вы можете принимать активное участие в нашем прямом эфире. Ну и, конечно же, задать вопросы нам или нашим гостям, которые будут в студии «Утро Якутии», воспользовавшись нашим телеграм-каналом, который вы видите сейчас на экранах, или по номеру 8 914 273 44 88. Также вы можете отправить поздравления своим близким со знаменательным событием. Ну и, кстати, наш эфир продолжит наша традиционная рубрика. 24 июня – День Республики Чувашия. Ее столица – город Чебоксары. Также сегодня День независимости Шотландии и День индейцев в Перу. В этой стране обитает около 100 индейских племен. По народному календарю 24 июня, если солнце на рассвете бледное, это к вечернему дождю. Туман по воде стелется к урожаю грибов, голуби прячутся к непогоде. 24 июня 1710 года основано царское село возле Санкт-Петербурга. 24 июня 1717 года представители английских масонских лож учредили Великую ложу Англии. 24 июня 1812 года армия Наполеона вторглась в Россию. Началась Отечественная война 1812 года. 24 июня 1941 года образовано Советское информбюро. Его целью было освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь в Советском Союзе. 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы. В этот день в 1990 году в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». 24 июня 1881 года родился Григорий Котовский, советский военный и политический деятель, командир Красной армии. В 1908 году, 24 июня, появилась на свет Марина Ладынина, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. 24 июня 1987 года родился Лионель Месси, аргентинский футболист, олимпийский чемпион. Именины в этот день празднуют Варнава, Варфоломей, Ефрем и Мария.
В 2014 году у работников государственной статистики возник свой профессиональный праздник – 25 июня – День работника статистики. Более 200 лет назад, в 1811 году, 25 июня, манифестом Александра I сформировано Министерство полиции, уполномоченное управлять экономической сферой государства. В его состав была учреждена самостоятельная структура отделения статистики во главе с профессором Карлом Федоровичем Германом. Доброе утро! И сегодня в свой профессиональный праздник мы поговорим с нашей гостьей. Ирина Гаевая, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха-Якутия. Ирина Кулантарьевна, доброе утро! Доброе утро! Ну, в преддверии праздника, можно, наверное, начать наш разговор с того, чтобы рассказать вкратце о профессии статистик, для чего она и какие у нее задачи. Да, статистики, такая целая армия людей, многотысячная, больше 100 тысяч людей с такой профессией работают, есть у нас в Российской Федерации в целом. Это работают не только в органах статистики, это работают в других ведомствах, наверное, слышали, есть медицинская статистика, вот, к примеру, да. Ну, основная функция, если сказать формальным языком, то статистика – это наука, которая изучает количественные явления о всем том, что происходит с нами и вокруг нас. Это сколько построено домов, какое поголовье животных, сколько произведено молока, мяса, сколько родилось, сколько прибыло, выбыло, сколько добыто. В общем, все, что у нас происходит. То есть статистика – это первая как-то такая вот отрасль, в которой вся наша жизнь, все, что с нами происходит, оцифровано. Все представлено в цифрах. Это как в фильме «Служебный роман». Абсолютно. Если бы не было бы статистики, мы бы не представляли, как хорошо мы работаем. Но ведь не всем дано работать с цифрами. Какими навыками должен обладать статистик для вот этой профессии? Вот кроме огромного терпения, кроме такой стрессоустойчивости, потому что нам отводятся на обработку данных очень определенные, очень короткие сроки, обработать надо прямо громадные горы информации, и при этом не просто вот обработать, там, нажать эти кнопки, уметь увидеть, проанализировать, что изменилось, насторожиться, проверить, запросить, проанализировать, понять, что происходит. За каждой цифрой ведь стоит какое-то явление. Это может быть случайная ошибка того, кто нам предоставлял отчеты, надо успеть связаться и уточнить, так ли это, или это действительно, как у нас часто регулярно бывает, выплатили в крупной организации квартальную премию по всей республике, значит, подскакивает заработная плата. То есть мы собираем, смотрим, анализируем, делаем выводы, проверяем, и только после этого мы уже формируем информацию проверенную, и которой можно пользоваться, и выдаем. Значит, кроме вот обработки, анализа, поскольку наша информация предоставляется разным уровням и власти, как мы говорим, органам государственной власти, местного самоуправления, и гражданам, и всем, кто интересуется, и всем, кому нужна информация, для большего еще понимания наши уже статистики, специалисты такую изучили, такой способ представления, как визуализация, инфографика, чтобы наша информация, статистика – это наука, так вот, чтобы стала наша информация, которую мы даем, наши цифры, более понятны, мы большой объем цифр представляем в виде графика, в виде инфографики, ну вот сразу, которые какие-то конкретные или такие яркие такие явления или важные, ну вот мы отображаем в таком вот виде, который сразу становится понятным и сразу подчеркивает, что случилось, что произошло и как поменялось. Ну, скажите, вот каков вот кадровый потенциал руководимой вами службы? Если можно, можете дать им оценку? У нас работает в нашей системе Саха-Якутия Стата, в статистике по Якутии работает около 300 человек. Все это профессионалы с высшим экономическим, математическим или финансовым образованием. У нас коллектив, ну, вот на 30% мы тут все мониторим, сами в статистике, все обсчитываем сами себя тоже. У нас около 30% это у нас молодые люди. К нам постоянно, ежегодно приходят молодые специалисты. Приходят, вот, как сказала, с соответствующим образованием. Кроме того, на каждого нового сотрудника у нас определяется наставник, который помогает ему войти в работу профессионально, не теряя времени. Все сотрудники у нас работают не как вот он сам понял там или что-то такое. У нас на все работы есть экономические описания, указания, инструктивные, целую, которую надо помнить, все вот эти правила, порядки. Ну вот есть для этого там и наставник, и начальник отдела. И все, что мы готовим, все наши специалисты выдают для того, чтобы выдать качественную
абсолютно достоверную информацию, они должны много чего знать. Поэтому вот за последние даже 3 года, вот даже в период пандемии, практически все наши сотрудники, а некоторые по 2 раза успели пройти курсы повышения квалификации. Росстат в последнее время уделяет этому большое внимание, вот, и сотрудники постоянно наши обучаются. И бывает, к сожалению, жалко, то есть мы выращиваем профессионалов. Статистиков, конечно, они становятся таким лакомой кандидатурой для переманивания, извиняюсь, за переманивания в другие структуры. Многие наши специалисты там в районах уходят работать в администрации муниципальных образований, вот в головную организацию уходят в министерство и ведомство. С одной стороны, конечно, жалко терять профессионалов, опытнейшие уходят, но зато мы рады, что другие вот структуры и ведомства получили профессионалов, потому что мы-то работаем со всеми, и, конечно, нам работать легче, когда вот на обратной стороне сидят те люди, которые понимают, что надо, как надо. Да? Свой человек, да, который также думает, как и мы. Несмотря на то, что работа очень серьезная, она требует большой концентрации, ответственности, это же практически отчет всего по всем отраслям. А вот есть какие-то у вас истории из жизни, какие-то, может быть, курьезные, какие-нибудь смешные? Бывают. Вот в той жизни, когда мы работаем ровно с отчетами, собирая, там, конечно, вообще не до смеха никогда. Но когда мы выходим раз в 10 лет, там, раз в 5 лет на переписи там, населения или переписи сельского хозяйства, то есть когда у нас круг общения увеличивается, расширяется, тогда, конечно, происходит разное. В момент, когда это происходит, это вообще не смешно, но когда проходит время, это уже вспоминается и с улыбкой. Например, вот в переписи 2002 года, это вот первая перепись, как мы говорили, в «Новой России», в бланке был вопрос: замужем, не замужем, там, разведен, вдовец и так далее, холост. И, значит, эта история по всей стране была, не только у нас, что замужних женщин было больше, чем женатых мужчин. Это везде. А уже в последние переписи, как сказать, явление, раз такое есть, то, значит, надо понять, почему это, и получилась такая более детальная. Значит, в зарегистрированном браке появилась в незарегистрированном, то есть есть возможность определить состояние гражданского брака. Опять появилась новая востребованность. Как сказать, у нас, значит, случались такие, когда переписчикам, отвечали, женщина говорит, замужем, а мужчина говорит, я друг семьи. То есть, может быть, в следующую перепись появится еще какое-то новое уточнение для возможности описать такую ситуацию. Ирина Кулнтарина, мы в вашем лице поздравляем с наступающим праздником всех статистиков и благодарим вас за эфир. А сейчас передаем слово нашим новостным обозревателям. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Ограничение на заправку на необорудованных авиаплощадках установлено Федеральной службой воздушного транспорта. В данное время вертолетам приходится возвращаться на большие аэродромы, чтобы заправиться. Это влияет на оперативность реагирования и замедляет процесс тушения пожаров. С таким предложением глава региона Айсен Николаев выступил на координационном совещании по прохождению пожароопасного сезона и ликвидации последствий природных стихийных бедствий. Глава региона предложил рассмотреть вопрос внесения изменений в руководство по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях гражданской авиации Российской Федерации. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Росавиации. С 20 по 26 июня служба спасения проводит рейды и патрулирование водных объектов с участием инспекторов. Особое внимание уделяется детской безопасности, именно несовершеннолетней, наиболее беззащитной перед водной стихией. С целью профилактики несчастных случаев с подрастающим поколением проводятся уроки безопасности в детских оздоровительных лагерях и на детских площадках. Тщательному контролю подвергаются места, которые чаще всего посещают любители отдыха на воде. С каждым годом в Нерюнгри преображаются улицы и дворовые территории. Сейчас активными темпами ведется реализация таких программ, как «1000 дворов» и «Комфортная городская среда». 6 дворов, в которых в настоящее время уже идут ремонтные работы, выбирали сами жители. Это район школы номер 1, где будет мини-парк, Карла Маркса, 16, дома по улице Геологов и квартал М. Главная задача программы по улучшению качества городской среды – поднять комфортность проживания жителей и создать лучшие условия
условия для жизни своих горожан. Все работы выполняются в строго установленные графики и под контролем руководства города. Мы учли все пожелания каждого жильца. И вот теперь этот проект реализуется. На самом деле в этом году он уже будет реализован, потому что у нас работает добросовестный подрядчик. Управление архитектуры заключило договора с местными подрядчиками, со всеми прямые договора. Мы контролируем виды работ. Мой рабочий день начинается с того, что я каждое утро сначала начинаю объезд по всем местам, где у нас проводятся работы по благоустройству в нашем городе. Потом в течение дня мы встречаемся с подрядчиками и какие-то, если есть проблемные вопросы, мы их сообща решаем в рабочем порядке. Оригинальные коллекции и модельеры со всех уголков планеты. 21-й евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрата» стартовал в Якутске. Мероприятие проходит в рамках Года культурного наследия народов России. В этом сезоне участие принимают мастера из 16 районов республики, 6 регионов России и 5 стран мира. Конкурс проходит по 8 номинациям. По словам автора проекта Раушан Конопьяновой, у Якутии есть потенциал стать центром этномоды не только в России, но и в мире. Обсуждаем тему о том, что по итогам этого конкурса выйти с предложением, чтобы на якутской земле был создан, пока условное название, Международный центр этномоды, поскольку Якутия действительно системно и последовательно проводит большую работу по реконструкции, популяризации и участию молодежи. В эти дни в Якутске проходят Дни Татарстана. Связи у двух регионов давние и прочные. В советские времена специалисты из Татарстана помогали строить города и села Якутии. В одном из таких сел, в селе Намцы Верхневилюйского улуса, где жили и трудились десятки татарских семей, побывала наша коллега Туяра Филиппова. Мухаммедчина Василя. А это наша Альфия. Она работала заведующей, кондитером работала. Она участвовала в фестивалях, конкурсах, пела по-якутски. Так здорово. Даже спустя почти 30 лет Любовь Ю отчетливо помнит имена женщин, которые когда-то жили и трудились в их селе. Эту улицу имени Барахова в народе называют Татарской, потому что в 70-х, 80-х годах прошлого столетия здесь жило 2 десятка татарских семей. И люди до сих пор вспоминают их с теплотой и добротой. Многие дома в селе, в том числе и на улице Барахова, где жили приезжие, были построены умелыми руками строителей из Татарстана. В то время в якутских селах не хватало специалистов не только в строительной отрасли, но и в школах, детских садах. Вот сюда было деть-ясли, да, деть-ясли. И, по-моему, построили они, наши татары. И за яслями была квартира маленькая. И там жили Мансур с Альфинуром. Альфинур долгое время работала в интернате, по-моему, поваром. С развалом Советского Союза постепенно татары покинули село, и ни одной приезжей семьи не осталось. Однако до сих пор в основном старшее поколение в первую очередь вспоминают вкусную стряпню татарских женщин. Подруги Любовь и Лидия частенько готовят татарские блюда по когда-то записанным рукописным рецептам. Столовые всегда вспоминают. Ага. Сейчас столовой совсем нет у нас. Ага. Так хорошо они вкусно готовили. Вот они нас учили. Это называется эш-пешмак. Эш-пешмак. А мы все время говорили треугольники. В любом месте приезжим всегда трудно осваивать новый язык, привыкать к суровому климату. Но то ли тюркское происхождение, то ли гостеприимство местных сыграли роль. Татары очень быстро и якутский язык осваивали, и к местным условиям привыкали. Особенно дети, которые даже лучше говорили на якутском, нежели на своем родном. Ракип и Диляра сразу стали говорить по-якутски. А Гулиса, она была вот такая голубоглазая, как русская девочка была. Она, по-моему, плохо говорила по-русски. И поэтому она больше молчала, но она такая была добрая, и мы ее очень уважали. А Диляра была такая веселая у нас, самая веселая, такая заводила. Очень хорошо танцевала, татарские вот танцы танцевала в концертах. Потом пела
очень хорошо. Сегодня в селе уже не услышишь задорные татарские напевы, но селяне с удовольствием вспоминают те советские времена, когда представители разных народов жили дружно и мечтали вместе о будущем своих детей. Наверное, когда-нибудь приедут, мы думаем. Ждем, ага, рады были бы встретить, конечно. А если бы сюда приехали, чтобы вы им рассказали, показали? Ну, в деревне не то, что было раньше, где уже побольше стало, конечно. Школа другая, совсем новая, каменная. Ну, они, наверное, бы немножко удивились. В народе говорят, что людская память – лучшая награда. И в этом селе о татарах вспоминают исключительно хорошо. И надеются, что у себя в Татарстане они также с теплотой рассказывают о своей ставшей навсегда родной Якутии. Туяра Филиппова, Иннокентий Кривошапкин, село Намцы, Верхневилюйский улус. Действительно, очень замечательная, интересная и познавательная прогулка в село Намцы получилась у нас этим утром. Но теперь возвращаемся в реальность и идем выгуливать братьев наших меньших. Но делаем это с пользой как для себя, так и для собаки. А поможет нам полезным советом кинолог-инструктор Людмила Московских. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня с Берри мы вам покажем навык отказ от лакомства со своих рук. Для этого сейчас я покажу, как собачка выполняет уже обученное, а потом объясню, как ее научить. То есть берем кусочек лакомства, один. Команда «возьми», скармливаем собачке. Собака съедает. Второй кусочек лакомства предлагаем собаке. Звучит строго команда «фу» один раз. Фу. И вот собачка не берет, смотрит мне в глаза, ждет разрешения. «Возьми». По команде «возьми» собачка съедает лакомство. Рядом. Для чего это нужно? Прежде всего, это отработка выдержки. Собака должна брать по команде «возьми» по разрешению хозяина, и собака не должна брать ни предметы, ни лакомства, ничего, ни еду без вашего разрешения. То есть, если прозвучала команда «фу», это запрет нежелательных действий, собачка не должна брать. При этом, когда вы предлагаете на ладошки, собака должна смотреть вам в глаза, ждать разрешения. Как мы это отрабатываем? Тут вам понадобится 2 кусочка лакомства. Один кусочек зажимаем большим пальцем в правой руке. В левую руку второй кусочек берем вот так, чтобы привлечь внимание собачки. То есть вы подносите, Берри, рядом. К носу собаки звучит команда «фу». Фу! Попытка взять, вы слегка по мордочке собаку задеваете, и рука остается. Чтобы она научилась смотреть на вас, левой рукой лакомство к носу и к своим глазам подносим. Считаем до 3, про себя 1, 2, 3, это выдержка. Левую руку убираем, а с правой команда «возьми». Да. Молодец. Берри. Да. На сегодня у нас все. И до следующей встречи в эфире. А теперь предлагаем вам заглянуть в Национальный художественный музей Якутии, где в эти дни проходит интереснейшая выставка Московского музея современного искусства. Национальный художественный музей совместно с Музеем современного искусства города Москвы представляет уникальный выставочный проект «Человек и его ландшафты». Здесь представлена хронология 20 век, начало 20 века, вплоть до современного искусства 21 века. И представлено более 100 произведений. Это и живопись, это графика, это интересные инсталляции, где каждый представленный автор показывает свое видение человека и природы, его связь, да? Человек и ландшафты. И самое-то главное — это внутренний мир этого художника, который преобразует эту действительность. Первым человеком, автором, замечательным художником, которого я хочу представить, это такое громкое имя Александр Родченко, который был основоположником конструктивизма, который был зачинателем советской рекламы. Он является эмблемой советской фотографии, как поэт Владимир Маяковский — эмблемой советской поэзии. Он создал такой свой собственный художественный, такой пластический язык фотографии, которым пользуются до сих пор все. Он был экспериментатором, инноватором, увлекался архитектурой, скульптурой, живописью, абстракцией,
но имя ему принесла именно фотография. Он родился в далеком 1891 году в Петербурге. Мать его была обычная прачка, отец работал бутафором в театре. И вот вся эта жизнь, она прошла в театре, закулисье такое, да, где он прям вот впитал вот эти краски, запахи театра. Решил стать художником, но отец был против. Он хотел, чтобы сын получил настоящую профессию. И, кстати, первая профессия у него была зубной техник. Но все перевернуло время, когда семья переехала в 1914 году в город Казань. Дело в том, что в 1915 году туда приехали футуристы Владимир Маяковский, Давид Бурлюк. И вот встреча с этими великими людьми, она потрясла, конечно, его. Поэтому он на следующий год с семьей переехал в Москву, и где стал чаще встречаться с ними, познакомился с художником Татлиным. И он очень благодарен Татлину за то, что тот показал ему вот это отношение к предметному миру, к природе, к человеку и даже к обычной продовольственной жизни. Он ему за это очень благодарен, но, конечно, он впервые посмотрел работы Малевича. Как раз у Малевича был такой период, когда он написал «Белое на белом», а Родченко написал «Черное на черном». Но для него было главное это фактуру показать. И вот с той поры он стал работать с футуристами, он писал, делал такие рекламы. И, кстати, они очень в таком единении работали в союзе с Владимиром Маяковским. Вот первая реклама пошла. Владимир Маяковский писал такие краткие лозунги, а Родченко составлял фотоколлажи. И вот удачно они вписались вот в эту идеологию советского молодого государства. Они агитировали, они просвещали. Но пришло время, 1925 год, когда Родченко стал заниматься вот новым искусством фотографии. И он был экспериментатором, и вот первые его опыты — это съемка снизу вверх, сверху вниз, вот такая световидение такое, да, когда преобразуется вот это человеческое лицо или вид, он совсем по-другому на фотографии смотрится. Конечно, была большая критика, но сейчас пользуются этим его приемами все фотографы. Дело в том, что он, к сожалению, не дожил до первой своей фотовыставки, которая была организована его супругой в 1956 году. Но его имя носит школа фотографии, Московская школа имени Александра Родченко, кстати, которой руководит его внук Александр Лаврентьев. И сегодня у нас вот на этой прекрасной интеллектуальной выставке представлено две его работы: Кропоткинская набережная, железнодорожный мост, которые сейчас смотрятся очень современно. И, кстати, все дизайнерские методы, они современные, да, они все идут от плакатов Александра Родченко. И приглашаю всех на эту интеллектуальную выставку, всех наших горожан, потому что в каждом произведении шифровка, какой-то код и ребус, который кто-то отгадает, ну, а кому-то, наверное, и не суждено разгадать. Но я думаю, это будет очень интересно и познавательно. С 23 по 26 июня в городе Якутске состоится третья международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование. Путь к успеху». В работе международной конференции примут участие 14 российских и зарубежных ученых, ведущих научные исследования в области развития инклюзивного образования, обучающихся с особыми образовательными потребностями. И одна из гостей сегодня в нашей студии, мы рады ее представить, Анна Дубовая,
проректор по международным связям и инновационной деятельности Донецкого национального медицинского университета. Доброе утро. Доброе утро. Анна Валерьевна, здравствуйте. Вот, пожалуйста, расскажите о своем университете. Какая работа ведется как раз-таки по внедрению непрерывной системы инклюзивного образования в Донецкой Народной Республике? Наш вуз имеет многолетнюю историю. С 1930 года он функционирует на территории Донецкой области, а сейчас Донецкой Народной Республики. То есть в этом году мы отмечаем 92 года с момента нашего образования. Вуз аккредитован в Российской Федерации. То есть наши выпускники получают дипломы образца Российской Федерации. Направление инклюзивного образования чрезвычайно актуально. И в нашем университете ведется работа, начиная от детского сада, школы, вуз и все этапы дальнейшего уже профессионального становления, и не только врачей, но и представителей других профессий. Поэтому мощная база создана, мощный кадровый потенциал, 120 докторов наук, 450 кандидатов наук, 85 профессоров обеспечивает качественный образовательный процесс и лечебную деятельность. Говоря о инклюзивном образовании, с 2016 года нами проведено 39 конференций, преимущественно в онлайн-формате, с ведущими вузами Российской Федерации, Республики Беларусь, Монголия принимают участие в наших совместных мероприятиях. В 2021 году на базе кафедры психиатрии создана лаборатория психического здоровья для того, чтобы обеспечить как раз индивидуальный подход каждому студенту, имеющему особые потребности образовательные. И постоянно проводится мониторирование качеством образовательной деятельности, удовлетворенности студентами нашим образовательным процессом, и совершенствуется эта работа. Направления формируются в зависимости от потребностей здравоохранения, образования, и ежегодно мы выпускаем монографии, учебные пособия, статьи, посвященные этому актуальному направлению, и участвуем в различных мероприятиях, в том числе и благодарны организаторам конференции за приглашение принять участие и поделиться нашими результатами работы, узнать, что нового происходит здесь, в республике, и очень интересно на самом деле. Анна Валерьевна, вы впервые в Якутии? Да, впервые. Нам всегда интересно наших гостей, которые впервые в Якутии, Да. узнать впечатления. Что вам понравилось? Впечатления очень положительные. Очень понравились открытые, гостеприимные люди. Понравилась кухня, понравилась архитектура, понравилось отношение. Настоящее патриотическое к своей культуре, к традициям. Это очень радует и действительно наполняет сердце и душу зарядом положительных эмоций и дарит очень яркие, прекрасные моменты. Что касается конференции, вчера уже был первый день. Что такого главного уже на вот этих встречах было, обсуждалось? Какие мастер-классы были проведены и вообще какие острые проблемы были затронуты? Да, вчера состоялись интересные мастер-классы. Обращает внимание очень высокий уровень подготовки, начиная от заведующих детскими садами, которые готовили свои мастер-классы, директора школ, это следующий уровень образования, вуз. Интересный мастер-класс профессор Егоров Пантелеймон Романович продемонстрировал именно внедрение и аудиовизуальных средств, и системы Брайля именно при работе со студентами, имеющими особые образовательные потребности. Было очень интересно увидеть на практике, как это внедряется, как используется, и действительно позволяет студентам, и не только студентам, а и преподавателям, полностью адаптироваться и расти, развиваться, совершенствоваться, достигать высоких научных результатов и совершенствоваться в профессиональном плане. Скажите, а вот какие перспективы внедрения вот вообще непрерывной связи, да, вот инклюзивного образования, включая, допустим, детский сад, школа, техникум, да, вот непосредственно, допустим, ну вот, на ваш взгляд? На наш взгляд, все перспективы для этого есть. И такой потенциал, который продемонстрировали нам вчера, конечно, он должен быть в каждом регионе, в каждой республике, и поскольку действительно это позволяет полностью влиться, еще начиная с детского сада, и в дальнейшем совершенствоваться, расти, развиваться абсолютно полноценным членом общества. Угу. Еще такой вопрос. Сейчас мир не стоит на месте. Вот эти вот современные все технологии, используются ли они как раз-таки для образования? Конечно, безусловно. И вчера мы увидели, начиная от детского сада, школа и вуз, действительно применение на практике всех тех образовательных технологий, которые в настоящее время разработаны. Это очень интересно, и за этим будущее.
Ну и как раз-таки сейчас, пользуясь моментом, вы можете пригласить людей, заинтересованных как раз-таки для участия в этой конференции, где, когда будет проходить, какие, может быть, заявки нужно предварительно подать и где можно поучаствовать. Сегодня, уважаемые коллеги, в 9 часов состоится открытие пленарного заседания. Основной центр – это наш федеральный университет, наш уже ставший нашим родным. И затем во второй половине дня будут работать различные площадки, секционные заседания состоятся, и каждый может принять участие. Здесь нет необходимости предварительной заявки, полностью открытая для посещения мероприятия. Ну, Анна Валерьевна, мы, во-первых, хотели бы поблагодарить вас за то, Спасибо. что вы посетили наш утренний эфир. Ну, а во-вторых, конечно, пожелать вам успехов, удачи в вашем Спасибо. очень нужном труде. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну, а, дорогие друзья, мы двигаемся далее. Вот так полезно и информативно проходит наше пятничное утро. Теперь пора себя немного побаловать вкусным и полезным завтраком. Наш шеф-повар научит готовить новое блюдо – баклажаны с сыром. Доброе утро, меня зовут Новгородов Евгений, я сушеф ресторана «Крыша». Сегодня мы будем готовить полезный завтрак из баклажанов, томатов и сыра брынза. Для этого нам понадобится баклажаны, примерно 60 грамм. Для того, чтобы баклажаны не горчили, а так как, если эти операции не сделать, они будут горчить, их нужно подсолить и вымочить в растительном масле, примерно 10 минут. То есть они у меня уже подготовлены, 10 минут будет достаточно. Также я советую снимать кожицу. Мы их обжариваем, добавим немножко муки. Мука, конечно, не самый полезный ингредиент, но немного муки никогда не повредит. Это придаст нашим кабачкам очень аппетитную корочку. Панируем с двух сторон. Главное, с мукой не переборчите, то есть просто обваливаем. Этого будет достаточно. Жарим примерно по 30 секунд с каждой стороны. Нам нужно получить румяную корочку. Пока баклажаны обжариваются, нарежем томат. Нам нужно 3 красивых кольца. Баклажаны переворачиваем. Плитку можно выключить, сковородка горячая, они дойдут. И для этого блюда нам понадобится сыр. Я возьму брынзу, можно сюда использовать сыр, какой вы любите. То есть можно использовать моцареллу, голландский сыр, российский сыр, кому какой сыр нравится. Брынза, соленый сыр, он придаст нашей закуске пикантности. Нарезаем произвольно, но небольшими ломтиками. Грамм 60-70 будет достаточно. Я сделаю его еще чуть-чуть поменьше. Также для этого блюда нам понадобится ароматное масло. Ароматное масло можно сделать из зелени, которая вам нравится. То есть это может быть петрушка, укроп, кинза, все, что любите. Просто смешивайте с растительным маслом, добавляйте немного чеснока, немного специй и блендером все в однородную массу взбиваете. И начинаем выкладывать. Сначала берем баклажан, кладем помидор, еще баклажан, помидор, дальше берем наш сыр, и ароматное масло. Ароматным маслом обильно поливаем наше блюдо. Я для кислинки добавлю еще немного бальзамического крема. Наш полезный завтрак из баклажанов, томатов, сыра брынза готов. Приятного аппетита!
Действительно, очень вкусный, полезный завтрак. Вот если бы такой завтрак мне готовили и приносили, я бы, наверное, даже с радостью вставала в 7 утра для того, чтобы пораньше покушать это все. Ну вот, самим вставать готовить мне было бы наверняка очень даже лень. Я сегодня вообще открыл холодильник, смотрю, там дочка не доела творог со вчерашнего дня, я его съел. Вот повезло тебе. У меня оставалось только... Очень бодрящий, холодный завтрак. Тем более ты решил к лету следить за питанием. Вот как раз-таки дочь, она сделала вклад в твое лето и в твое здоровье. Ну, друзья, мы двигаемся далее. Совсем скоро в нашей студии появится замечательный человек. Президент Федерации масс-рестлинга Санкт-Петербурга Петр Казанский. Как раз-таки сейчас у нас проходит чемпионат по масс-рестлингу в республике. Так что, друзья, вы можете отправлять вопросы нашему зрителю, нашему гостю и также участвовать с нами в эфире. Сейчас на своих экранах вы видите QR-код, по которому вы можете перейти и подписаться на нашу телеграм-группу «Утро Якутии» и туда задавать вопросы, либо отправлять их по номеру телефона 914-273-44-88. Мы работаем в прямом эфире, так что создавайте это утро вместе с нами. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы предоставляем слово нашим коллегам. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Правительство России утвердило план 5-летнего дорожного строительства. В него вошло возведение и Ленского моста в Якутии. На эту цель федеральный бюджет выделит около 17 миллиардов рублей, республиканские – 9. Всего в российский план по строительству, реконструкции и ремонту дорог, рассчитанный на 23-27 годы, вошли более 250 мероприятий. В целом, данная кампания позволит улучшить состояние более 100 тысяч километров дорог по всей стране. Обновление дорожной сети повысит качество жизни миллионов людей, которые смогут комфортно путешествовать по России. Тем временем в Якутске стартовала 7-я Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Ее цель – поиск новых решений, способствующих росту населения, обмен лучшими практиками, а также объединение правительства, бизнеса и общественности в реализации проектов, направленных на демографическое развитие. Так, участники конференции – это представители регионов Дальнего Востока, министерств и правительства республики – выступят с докладами в ходе пленарного заседания. Кроме того, программа конференции включает проведение различных семинаров и круглый стол. Подведение итогов конференции пройдет 24 июня. Итогом первой конференции была резолюция, рекомендующая разработать концепцию демографической политики Дальнего Востока. А итогом второй конференции было рассмотрение и рекомендация принять уже разработанный проект концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. Это уникальная практика, когда документ государственный, тем более демографический, разрабатывался с участием общественности и был рекомендован. На мой взгляд, именно это и позволило в дальнейшем все остальные конференции построить в таком же духе партнерства. Масс-рестлинг станет после самбо следующим российским видом спорта, включенным в олимпийскую семью. Об этом заявил доктор юридических наук, председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев. Сегодня масс-рестлинг претендует на введение в олимпийскую программу. Он распространен в 52 странах мира. Им занимаются свыше 33 тысяч атлетов и очень популярны среди молодежи. Также представляет интерес для зрителей, спонсоров и телевидения. Кроме того, этот вид спорта имеет понятные и доступные правила. Для Международной федерации масс-рестлинга уже подготовлена дорожная карта по включению в олимпийскую программу. По плану в 1936 году масс-рестлинг может быть включен в олимпийскую семью. В Якутск прибыли представители Олимпийского комитета России и Международного комитета игр «Дети Азии». Они посетят Иссык Туймады, зажжение огня международных спортивных игр. Также гости приехали, чтобы увидеть чемпионат мира по масс-рестлингу. Вице-президент Международного комитета игр «Дети Азии» Азат Мурадов отметил, что соревнования были отменены дважды из-за пандемии. Но в этот раз мероприятие должно пройти в плановом порядке. Сообщается, что в играх «Дети Азии» примут участие 42 страны. Мы приехали сюда по очень серьезным мероприятиям. Это и празднование национального праздника Якутии. Также мы будем участвовать в зажжении огня
седьмых игр «Дети Азии». И примем участие на открытии чемпионата мира по масс-рестлингу. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Сегодня начался второй соревновательный день 4-го чемпионата мира по масс-рестлингу. У нас в студии президент Федерации масс-рестлинга Санкт-Петербурга Петр Казанский. Петр Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, как как прошел первый день соревнований. Слушай, шикарное мероприятие, шикарный чемпионат мира. Вот, и это замечательно, что единственный чемпионат мира, который сейчас проходит вообще в России, это по масс-рестлингу, по нашему национальному виду спорта. И, конечно, столько стран, 42 страны собрали данные соревнования, и Международная федерация очень хорошо старается для продвижения нашего национального, культурного вида спорта. Вот, поэтому будем очень надеяться на то, что и спортсмены покажут достойные результаты. Вот, но самое главное, что будет без травм. Вы являетесь президентом Федерации масс-рестлинга Санкт-Петербурга, спортивный функционер. А сколько представителей из Санкт-Петербурга приехало? Какой состав? В этом году, 15 марта, я только возглавил данную федерацию. К сожалению, данная федерация не вела свою работу в Санкт-Петербурге, как должно было быть до меня. Вот, поэтому мы начинаем только свою историю, но для национальных видов спорта я не новичок. Я 13 лет возглавлял Союз национальных и неолимпийских видов спорта России под председательством Тихомирова Михаила Ивановича, который частым гостем был на «Детях Азии». Он продвигал данные соревнования на международный уровень. Вот, и как раз вот в его день рождения я стал президентом Федерации масс-рестлинга в Санкт-Петербурге. Да, вот такое вот стечение обстоятельств, поэтому на меня возложили большие, конечно, надежды в Санкт-Петербурге, которые я очень надеюсь оправдать. Конечно, национальные виды спорта надо поднимать не только на территории Санкт-Петербурга, но и на территории всей России. К сожалению, такой опыт, как в Якутии, что проходят «Дети Азии» по национальным видам спорта, что национальный вид спорта выходит на международный уровень, который пропагандируется в 42 странах мира. Это, конечно, большой успех для всей Якутии, вот, ну и для России в целом. Поэтому достаточно много якутов проживает в Санкт-Петербурге. Очень много молодежи, на которую можно опереться, которых можно приобщать к данной деятельности Федерации по развитию данного вида спорта. Поэтому мы активно уже начали реализовывать программу развития Федерации в Санкт-Петербурге. Начали с того, что провели мастер-класс для студентов университета Лесговта, старейшего спортивного вуза нашей страны. Порядка 100 студентов приняли участие, и именитые спортсмены приезжали из Якутии для этого мастер-класса. Также в 2 фестивалях по спорту мы провели свои мастер-классы, и замечательно развивается данный вид спорта. И огромное спасибо Республике Якутии. Спасибо большое Министерству культуры за то, что был выпущен прекрасный фильм про масс-рестлинг, благодаря которому больше молодежи, больше детишек придут в секции по масс-рестлингу и будут пробовать себя в данном виде спорта уже не через экран, а уже в действии. Ну, что касается фильма «Джулур», вы сами его посмотрели? Да, шикарный фильм. Как вы можете оценить его как спортсмен как раз-таки? Слушайте, шикарный фильм. Мне очень было приятно его увидеть. Ну, в традициях российского спортивного кино. Художественный, красивый, с драматургией. Вот. Но самое главное, что благодаря этому фильму больше детишек придут вообще заниматься спортом. Не только масс-рестлингом, но и другими видами спорта. Что? Заинтересованность уже есть? Да, конечно, заинтересованность есть. И вот мы провели в Петербурге закрытый показ в Великан-парке. Огромное им спасибо. Единственный показ в этом кинотеатре. И мы собрали полный зал. Спасибо большое и председателю
руководителю Якутии в Санкт-Петербурге. Спасибо большое молодежи Якутии, которая также присоединилась. Собрали полный зал, и спортсмены подключились по другим видам спорта. Поэтому вот такое прекрасное мероприятие мы провели, и вместе все посмотрели этот чудесный фильм. То есть в целом можно сказать, что масс-рестлинг, он большой потенциал для популяризации. Ну, вообще изначально и до меня, конечно, потенциал был у него огромный, и остается этот потенциал, потому что доступный. Что нужны? Шорты и футболка, и пошел, можешь и даже без футболки соревноваться, да, молодому человеку легко в этом. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, огромный потенциал, не нужны здесь никакие финансовые огромные средства, как для хоккеиста, там, для других видов спорта. Вот, этот вид спорта, конечно, может быть массовый, и замечательно, что вот в Якутии огромный интерес к своему виду спорта. Мы это вчера наблюдали на трибунах, полные трибуны, собрались на первый день чемпионата. Я уверен, что финальные соревнования, схватки будут такими же забитыми, и ор на стадионе мы опять же услышим в очередной раз. Ну, кстати, несмотря на то, что действительно, ну, как бы мощная экипировка не нужна для этого вида спорта, но тем не менее он очень зрелищный, да, вот это примером вчерашний день. Тренировки, ты бы видел, как они проходят. Я однажды посмотрела репортаж у нас, я удивилась, там их реально изматывают, всех спортсменов. А вот что касается первого дня, накал страстей был что на трибунах, что на арене, что нас ждет сегодня? Сегодня у нас соревнования, второй день, и уверен, что те же самые эмоции испытают как спортсмены, так и зрители. Вот, самое главное, чтобы было моральное удовлетворение у организаторов этого всего, чтобы и в следующем году прошли крупные соревнования, и через год. Вот. Ну, я думаю, что международное сообщество привыкнет к данным соревнованиям, и все больше стран будут приезжать в Якутию на соревнования. Ну, а мы в Петербурге, конечно, заинтересованы в развитии данного вида спорта у себя, и в этом году мы планируем провести студенческие соревнования всероссийские. Вот, поэтому заранее всех приглашаю в октябре месяце. Я думаю, что мы сегодня-завтра утвердим программу, дату и время проведения с Всероссийской, с Международной Федерацией масс-рестлинга. Вот, и уже официально сможем пригласить всех желающих, всех телезрителей на данные прекрасные соревнования. Ну, сейчас, наверное, давайте пригласим на финал, когда он будет проходить, где и во сколько мы можем это увидеть. Финальные соревнования у нас будут послезавтра. Вот, так что я всех приглашаю. Всю эту информацию можно получить на сайте, в информационных источниках, в социальной группе. Пожалуйста, вся молодежь должна подписаться сегодня после утреннего эфира на группу ВКонтакте вот, по масс-рестлингу. Поэтому я очень надеюсь, что все пройдет красиво, и все мы получим удовлетворение от проведенного мероприятия. Ну, Петр Николаевич, вам большое спасибо за то, что посетили наш утренний эфир, рассказали очень интересную информацию. Я думаю, что масс-рестлинг с помощью вас в Санкт-Петербурге возьмет большое, огромное развитие. И благодарим еще раз. Огромное спасибо. Надеюсь, и олимпийское движение также примет масс-рестлинг к себе. Ну и по итогу этого эфира отличных, друзья, выходных.